дождливую погоду мы решили совершить небольшое путешествие в удивительный уголок нашей республики. Наш сегодняшний путь лежит в деревню Малая Галова Ижемского района. Небольшое селение на реке Ижма на первый взгляд ничем не отличается от других деревень. Однако здесь есть свои особенности, о которых мы и расскажем. В Ижемском районе две деревни, в названиях которых есть слово «Галова» – Большое и Малое Галово, по коме Галпи и Галфить. По преданию, обе деревни основали братья, сыновья Гавриила Канева – Феодосий и Федор, то есть Галфить. Поначалу братья жили вместе, но потом поссорились, и младший спустился ниже по реке на 8 километров. Говорят, невестки не поладили между собой, и младший брат Федя принял решение уйти. Нашел похожее место, где тоже растут лиственницы, и обосновался там. Место не просто красивое, но и необычное. Малая Галова известна своими уникальными природными объектами, большими круглыми камнями, которые находятся у деревни на берегу Ижмы. Пойди. Как высоко! К моменту нашего подхода к камням дождь, который лил еще с утра, неожиданно прошел. И даже выглянуло солнышко, чему мы были очень рады. Галфицеиздиас, так называют эти большие каменные шары, получили широкую известность благодаря фотографу Владимиру Анофриеву. Еще несколько лет назад он сделал снимки чудо-камней и выложил в интернете. С тех пор берег Ижмы стал очень популярным среди туристов. Нашел место, где они в ряд стоят, где можно было часть снять. Деревья, которые осенью тоже красивые были. И речку можно заодно прихватить. И небо. Ну, конечно, трудно все. Ну, немножко что-то удалось. И вот понравилась фотография. Говорят, что нет у нас там таких камней. Я говорю, нету. Я приходил, да, выстроил их, сфотографировал, да, обратно убрал. Каждый видит, как хочет, да. Несколько лет назад страну всколыхнул конкурс «7 чудес России». Следом потянулись и регионы. Выбирали достопримечательности и в республике Коми. Ижемский район тоже не остался в стороне. Достопримечательности Ижемского района решили выбирать по нескольким номинациям. Исторические и культурные объекты, выдающиеся личности, произведения искусства и природные объекты. Список последних как раз возглавили наши камни. Сейчас место обросло ивняком, но раньше здесь было очень красиво. Камни дают энергию. Раньше белье на реке полоскали и сушили на этих камнях, но большого интереса к ним люди не проявляли. Камни и есть камни. Они здесь уже давно. Мы еще детьми были. Камни уже большие были. Раньше их больше было. Сколько я себя помню, они лежат на берегу. Последние годы их стало меньше. Конечно, эти большие камни не ровесники старожилов села и даже не ровесники их бабушек и дедушек. Ученые говорят, возраст этих камней 2,5 миллиона лет. В науке их называют конкрециями. В переводе с латинского конкреция обозначает срастание или сгущение. Это минеральные образования, центром стяжения которых могут быть зерна минералов, раковины, зубы и кости рыб или остатки растений. Как правило, конкреция образуется вокруг какой-то неоднородности, которая находится в осадочной толще. Да? Очень часто эта неоднородность имеет органическое происхождение. То есть это либо древняя вот какая-то раковина, да? В данном случае вот мы видим такую спиралевидную форму. То есть когда-то же эта конкреция была очень маленькая, то есть вот только начала образовываться вокруг данной раковины и была вот размером с яблоко. Конкреции бывают разных размеров, от миллиметров до метра и более в диаметре. Микроконкреции и макроконкреции. Галфицеиздиас как раз относится к макроконкрециям.
Их диаметр от 1 до 2 метров. Не обнять вам, наверное. Ну, еще. Сколько, Ален, нам нужно? Много. Дело в том, что вот этот весь район Республики Коми, да, он очень богат как раз вот карбонатами железа, начиная с самых древних пород. Они накапливаются на этом берегу. Если вы обратили внимание, да, там достаточно крутой берег, который со временем подмывается, да? И вот эти конкреции со временем оттуда выпадают. Это не значит, что они вот прямо все вместе одновременно там сидели. Просто-напросто осадочный материал размытого берега удаляется, а конкреции за счет своих размеров вот этих, да, за счет своих тяжестей, они просто остаются на месте. Вот круглый камень. Кусок отрезанный. Ничего себе, и с обеих сторон. С обеих сторон отрезанный. Спилили как будто. Да, но я здесь поселок Вершарь есть, я такие камни видел тоже в этом поселке. Под поселком место такое, там тоже круглые такие камни есть, кстати. Вау, щель такая большая. Камни как будто обработаны, даже трещины отполированы. Очень любопытно все это. Особенно, когда интерес к ним возбудил Владимир Егорович. А раньше почти не обращали на них внимания. Конкреции на Ижме идеальной круглой формы. Можно подумать, что они отшлифованы. Видимо, поэтому вокруг них столько легенд. Ведь человеку свойственно домысливать непонятные ему явления и вещи. По просторам интернета гуляет мнение, что каменные шары на Ижме – не что иное, как иноземные пришельцы или яйца динозавров. А еще есть мнение, что круглые формы придала камням вода, шлифовав их годами. Однако в природе встречаются конкреции самых разных форм. Мы обращаем на них внимание как раз за счет своей причудливости форм. Вот мы видим, например, образец, он так и называется, конкреция черепаха, да? Она действительно напоминает черепашку, да? Именно с панцирем, вот, разделенным на сегменты. Это вызвано тем, что в данном случае мы имеем сросшиеся камни. Именно за счет вот срастания получаются весьма забавные, что-то где-то напоминающие вот эти вот образования. На Ижме среди круглых шаров тоже встречаются камни неправильных продолговатых форм. Среди нашей команды даже возникла небольшая полемика. На что похожи эти камни? На грушу или бегемота? Эти камни никого не оставляют равнодушными, и каждый, кто здесь побывал, пытается оставить свой след. Например, вот тут написала о себе Диана, а тут оставил инициалы ШНИ в 2011 году. Но мы, пожалуй, писать ничего не будем портить эти камни. Рассказывает об одном случае, который произошел еще до войны. Парень из Кильчира работал продавцом. И как раз случилась ревизия. Отец парня сказал, если будет растрата, пусть тот домой не приходит. Парень решил утопиться. А прощальное письмо написал на одном из камней. Когда подвели окончательный подсчет, и выяснилось, не хватает лишь 1 копейки. Первым запечатлели эти камни еще в 1929 году. Сделали эти снимки далеко не туристы. На черно-белой карточке запечатлены члены экспедиции ОГПУ. Они поднимались вверх по Ижме в Чебью, будущую Ухту. В 1929 году везде обратно фотографии пчеломали. Это Альмейки. Инкыла. В 1929 году возле камней фотографировались. Вы не знаете об этом? Говорят, местных тоже звали, а старики ругались, запрещали молодежи фотографироваться. Но те все равно пришли. А мы не мерзли 35-й Я год, не да? знаю. Я ведь 35-го года рождения. Но здесь причал был, и я разговаривал с работниками тех участков, они говорят, заря вставала, и они камни в одно место перевозили. Потом перевозили камни
увозили на баржу, грузили, увозили камни. Куда увозили? Зачем? А просто, видимо, понравились. Они здесь приехали, здесь уголь или тогда комбикорм возили, баржу выгружали, а потом на выгруженную баржу загружали камни круглые и увозили в Печору куда-то, я не знаю куда. Но, скорее всего, камни на барже разбивались, потому что я что-то не слышал, чтобы где-то в Печоре или где-то камни были. И действительно, местные жители утверждают, количество камней с годами уменьшается. Раньше их было гораздо больше. Хотя и сегодня скопление гигантских каменных шаров впечатляет. Мы нашли еще один такой круглый камень. Правда, торчит только одна макушка. Название реки Ижма, по коми Ижва, толкуют по-разному. Некоторые считают, слово «ижва» с коми языка переводится как «каменистая вода». Из это камень, ва – это вода. Здешние берега явно оправдывают этот вариант названия. Эти места действительно удивительные. Кроме больших круглых камней, встречаются на берегу и вот такие квадратные. Можно подумать, они рукотворные. Конечно же, эти камни, как и круглые, никто не шлифовал. Автор – скульптор чудо-камней «Сама природа». Таких гигантских каменных шаров немного, что только подтверждает их уникальность. По словам геологов, коми, подобные скопления, известны только в бассейне реки Печора, на Ижме и Цильме.